Финансовая ситуация в стране, снижение реальных доходов россиян, взлет цен практически на все, а в особенности на жилье, которое у нас в республике и без того одно из самых дорогих, ставит новые задачи, связанные с сохранением стабильности в обществе. Прежде всего, это поддержка наиболее незащищенных слоев населения, таких как ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и их семьи. При этом, в первую очередь, на нее должны рассчитывать те, кто в этом больше всего нуждается. В эфире «Квадратный метр». Смотрите сегодня. Программа по предоставлению жилищных сертификатов отдельным категориям граждан, кто может рассчитывать на поддержку от государства для улучшения жилищных условий и что нужно сделать для получения сертификата. Об этом и о многом другом расскажет гость нашей программы, главный специалист отдела жилищной политики Минстроя Республики Ольга Павлова. Какие меры поддержки по действующему законодательству оказывают отдельным категориям населения? В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия от 9 марта 2016 года номер 972 о совершенствовании структуры органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия, функции Министерства труда и социального развития Республики переданы Министерству архитектуры и строительного комплекса по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, и граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера. Сколько на сегодня ветеранов уже обеспечено квартирами? Во исполнение федерального закона о ветеранах и указа президента Российской Федерации об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны проводятся мероприятия по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. К ним относятся участники, инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы и лица, награжденные знаком жителей блокадного Ленинграда. Так как у нас в республике высокая рыночная стоимость жилья, правительство республики осуществляет софинансирование из средств республиканского бюджета. Поэтому ветераны могут приобрести жилье до 45 квадратных метров и по стоимости до 56 400 рублей за квадратный метр приобретаемого жилья. На 2017 год у нас выделено около 20 миллионов 300 тысяч рублей, из них 6,5 миллионов из республиканского бюджета. И в 2017 году мы уже обеспечили 7 ветеранов. И на сегодняшний день у нас еще на рассмотрении находятся 2 заявления от 2 ветеранов. Есть ли возможность у ветерана приобрести квартиру не в районах, там, где он живет, а в других улусах или, скажем, в городе? Да, конечно, ветераны в основном стараются приобретать в столице республики, но также и покупают и по месту жительства. Что нужно для этого сделать? Какие документы нужно принести? Для того, чтобы получить социальную выплату для приобретения жилья, ветеран должен сначала обратиться в администрацию органа местного самоуправления по месту жительства с заявлением о признании его нуждающимся. Жилищная комиссия района рассматривает его заявление и выносит решение. Либо он отказывает, либо ему отказывают в признании нуждающимся, либо его признают нуждающимся. Списки ветеранов, признанных нуждающимися, направляются в министерство и далее выносятся на рассмотрение комиссии правительства по вопросам предоставления социальных выплат. Сколько дней занимает рассмотрение заявки? По регламенту у нас в течение 20 дней рабочих мы должны рассмотреть заявление ветерана. Если есть финансирование, то сразу обеспечиваем жильем ветеранов. Но требование нуждаемость, каким образом она определяется и как человек может ее подтвердить? Нуждаемость гражданина определяется в соответствии с федеральным законодательством, жилищным кодексом и в соответствии с учетной нормой, принятой в органе местного самоуправления. Учетная норма – это минимальная квадратура, положенная на человека.
Например, в городе Якутске учетная норма для ветеранов составляет 12 квадратных метров. Наверное, самое большое количество находится именно в этой категории населения. Это люди с ограниченными возможностями здоровья. Какие меры поддержки оказывает государство им? В соответствии с законом о ветеранах и законом о социальной защите инвалидов жильем обеспечиваются ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов боевых действий и инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов, ставших на учет, нуждающихся в органе местного самоуправления до 1 января 2005 года. По состоянию на сегодняшний день у нас в реестре 1061 человек. В 2017 году республике выделено 50 миллионов 300 тысяч рублей. На эту сумму мы сможем обеспечить около 57 льготников. Уже сформирован предварительный список граждан-получателей в количестве 150 человек, из которых будут отбираться граждане-получатели социальной выплаты в 2017 году. Ну и такой же вопрос, который был у нас в первом блоге, касающийся ветеранов. Может ли человек приобрести жилье в другом регионе, либо в городе? Да, гражданин имеет право приобрести жилье в пределах республики, в любой точке республики. У каждого человека свои предпочтения. Кому-то нравится больше жить в квартирах, а кто-то больше предпочитает частные дома. Можно ли эти соцвыплаты использовать для строительства или покупки в индивидуальной жилищной зоне? Да, социальная выплата предоставляется на покупку квартиры или либо строительство индивидуального жилого дома. Также можно вступить и в долевое строительство. Как должен подтвердить целевое использование средств социальных выплат человек, который уже их получил? Заявление о предоставлении социальной выплаты рассматривается в течение месяца. В течение 10 дней гражданин уведомляется о решении, принятом комиссией. И если гражданин включен в список граждан-получателей, он получает уведомление с указанием суммы социальной выплаты, и в течение 3 месяцев он должен реализовать эту социальную выплату. Сумма должна быть обязательно равной социальной выплате или может превышать ее? Нет, она может быть и больше. Если человек желает, он может использовать свои средства. Есть такой федеральный закон, который позволяет жителям Крайнего Севера выезжать на постоянное место жительства в другие регионы. Как он действует у нас в республике? И государственная поддержка гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера, устанавливается в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. По данному федеральному закону устанавливается очередность. 4 очереди. Первая очередь – это инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства. Вторая очередь – это пенсионеры. Третья – безработные. И 4-я очередь – работающие граждане. С каких районов больше всего поступает заявок? В основном промышленные районы – Нерюнгринский, Мирнинский, Кобяйский и Усть-Майский, можно сказать. Сколько обычно человек получает такую поддержку в год? В 2015 году мы обеспечили 130 семей, нам было выделено 300 миллионов рублей из федерального бюджета. В 2016 году нам было выделено 265 тысяч рублей. На эту сумму мы обеспечили 132 семьи. В 2017 году республике выделили 230 миллионов, и на данный момент все средства федерального бюджета освоены, мы обеспечили 114 семей. Где можно приобрести жилье по этой программе? Так как республика полностью является районом Крайнего Севера,
граждане имеют право приобрести жилье только за пределами республики. В основном, конечно, выезжают центральные регионы России, такие как Краснодарский край, Московская область, Ленинградская область. Каким образом рассчитывают размер сертификата? Для получения жилищной субсидии гражданин должен сдать полный пакет документов в администрацию района по месту жительства. Одним из главных условий участия в данной подпрограмме является сдача своего жилья, находящегося в собственности, либо по договору социального найма, в муниципальную собственность. Размер жилищной субсидии зависит от состава семьи, от региона вселения и от стажа работы заявителя. Также из суммы сертификата вычитаются суммы отчуждений, произведенных гражданином и членами его семьи. Допустим, если гражданин продал квартиру до 2013 года, то эта сумма вычитается в соответствии со справкой РЦТИ. А если гражданин продал свое жилое помещение после 2013 года, то из суммы сертификата вычитается сумма в соответствии со справкой Росреестра, то есть по кадастровой стоимости жилого помещения. Важно понимать, что с получением средств на безвозмездной основе от государства перед человеком в любом случае появляются определенные обязательства. Так же, как и в любой другой программе, это сроки освоения средств, а также документальное подтверждение о целевом их использовании. На выделенные средства можно не только купить готовое жилье, но и вступить в долевое строительство или нанять подряд по строительству частного дома. Однако это относится только к сертификатам, которые предоставляются ветеранам или людям с ограниченными возможностями здоровья. Что же касается людей, желающих выехать за пределы республики, то те могут потратить средства только на приобретение уже готового жилья. Это был «Квадратный метр». До свидания.